Всем привет! С вами я, журналист «Кактус Медиа» Бермет Уланова. Сегодня у нас в гостях гендерный эксперт, эксперт по гендерным вопросам Зульфия Кучурбаева. Недавно мы задумались, что в Бишкеке очень мало улиц, названных в честь женщин. У нас много улиц, названных в честь мужчин, или же улицы, которые носят какие-то географические названия, но именно в честь женщин названо очень и очень мало улиц. И даже мэрия не знает, сколько точно улиц названо в честь женщин. Поэтому мы решили поговорить об этом с гендерным экспертом. В связи с этим мой первый вопрос нашей гости о том, как вы думаете вообще, с чем это связано? Да, добрый день. Это очень важная тема, интересная тема. И такая ситуация с тем, что наши названия улиц в меньшей степени носят женские имена, она не только в Кыргызстане есть, да, эта проблема действительно во всех практически городах мира. И связано это во многом с несколькими причинами. Да, одна из них это, что долгое время вклад женщин всегда ценился меньше. Но, к сожалению, сейчас тоже, да, это продолжает сохраняться. И также, наверное, это связано с тем, что женщины в меньшей степени были вовлечены вообще в процесс принятия решений. И были сферы, в которых женщин было изначально меньше. Да. Чаще всего названия улицам дают, например, именами каких-то воинов, да, я не знаю, отличившихся на каких-то таких вот военных событиях людей и так далее. Ну и как мы знаем, что даже если женщины у нас были вовлечены в те или иные военные мероприятия, но их имена чаще всего не документируются, не входят в учебники в истории, и, соответственно, еще меньше шансов у них потом получить воплощение в названии той или иной улицы, сквера, парка и так далее. Вот. С другой стороны, здесь есть еще одна, тоже такая, наверное, более глобальная проблема того, что изначально считается, что чисто стереотипно, да, есть предубеждение, что удел женщины – это дом и дети. Вот, соответственно, все, что касается публичной сферы, да, а это, соответственно, вот какие-то экономические сферы, политические там и так далее, да, они вроде бы как отдаются на откуп мужчинам. И поэтому история и фиксирует, да, достижения именно вот мужчин в тех или иных сферах. А то, что вроде бы как делают женщины, то, что они помогают, или то, что они делают вклад вообще в мирное развитие страны, это не считается достижением, это считается обязанностью. Да, и поэтому такой перекос, к сожалению, имеет место, и топонимика Бишкека является ярким тому подтверждением, да, когда она гендерно дисбалансирована, и женщины не получают должного отображения своего вклада в развитие нашей столицы. Что мы можем сделать или что вообще нужно сделать, чтобы это исправить? Допустим, сейчас уже времена другие, и женщины представлены во многих отраслях, и как бы переложить ответственность на них, как раньше, мы уже не можем, что женщины мало делают, поэтому мы в честь них и не называем. Сейчас достаточно много женщин, которые что-то делают, скажем, живые женщины, которые сейчас живут, и мы в честь них, конечно, назвать пока не можем. Но также, как показывает история, есть женщины, довольно-таки внесших такой достаточно весомый вклад в развитие нашего общества, города, страны. Что мы можем сделать такое, чтобы их память была как бы удостоена названиями улиц или чего-то другого? В общем, чтобы они не пропадали, скажем так. Что нужно сделать и кто это должен сделать? Да, ну, с одной стороны, мы должны изменить подход вообще, да, как раз-таки к тому, как идет сам процесс определения новых названий, новых номинаций на те или иные топонимические объекты. Да. И здесь, наверное, работу самой комиссии, которая определяет, как будут называться те или иные улицы, тоже надо пересмотреть. И как минимум, наверное, должен вестись учет того, сколько у нас действительно сегодня каких улиц с женскими и мужскими именами, в честь кого они названы и так далее. И то, что вы сказали, что мэрия, к сожалению, сегодня такой анализ, гендерный анализ не ведет, да, то, наверное, это одна из первых задач, которую нужно теперь на постоянной основе вести в мэрии. А с другой стороны, конечно же, это должна быть работа, в том числе теперь историографическая, когда мы должны документировать и искать имена женщин, которые действительно внесли тот или иной вклад, и вносить их на предложение в номинации. Вот. Ожидать, что
что сегодня, например, какие-то жители или общественность начнет такие имена выдвигать, мне кажется, мы не должны. Это должна быть проактивная работа самой мэрии, самой комиссии, поэтому сотрудники мэрии, специалисты мэрии, они должны просто такую работу провести. Они могут привлечь, конечно же, здесь и экспертов тоже очень много, я думаю, интересных можно найти имен, и потом уже системную эту работу вести. Вот. Также я хотела бы здесь еще отметить, что зачастую бывает так, что когда дают, даже существующие, например, улицы носят фамилии женщин, не всегда они сопровождаются с именем женщины. А так как грамматическая форма потом начинает использоваться мужская, да, то зачастую даже люди, которые живут на той или иной улице, которая носит имя женщины, могут не знать, что эта улица названа в честь женщины. Да, а уж тем более говорить о детях, там, о молодежи и так далее, которые, может быть, и не были знакомы с этой исторической личностью. И вот сегодня международный опыт говорит о том, что есть такая практика, когда не меняют названия улиц, а именно уточняют названия улиц. Да? И вот, например, в Париже есть много улиц, которые были известны, и даже сами французы знали, что, например, у них есть такая улица, там проспект Рошуар, но мало кто знал, что на самом деле эта улица была названа в честь аббатисы Маргариты Рошуар, и поэтому, когда на многих картах и так далее это просто идет как проспект Рошуар, то, понятное дело, никто и не подозревает, что эта улица названа в честь женщины. И вот у них была проведена такая ревизия, и они решились на такой шаг, что в том числе отдельно стали указывать, что это именно Маргарита Рошуар. И поэтому вот такие вещи тоже очень важно учитывать, да, то есть каким образом даже уже имеющиеся женские имена знакомы, известны и понятны жителям и приезжающим в тот или иной город. Да, поэтому вот здесь, мне кажется, должна быть работа такая очень тщательная, скрупулезная и комплексная. Вообще, чем важно для общества и страны, чтобы улиц, названных в честь женщин, стало больше? Ну, с одной стороны, это историческая справедливость, да, это, конечно же, вопрос справедливости, потому что женщины делают очень огромный вклад, да, и этот вклад, он должен, конечно же, обязательно быть отражен, в том числе в названиях тех или иных объектов. Но, с другой стороны, названия объектов могут выполнять уже такую, наоборот, модельную ролевую функцию, когда, особенно для молодых девочек, девушек и так далее, да, станет нормой, что женщины активно работают в разных сферах жизни, там, в экономике, в политике, и вообще даже в науке или в каких-то таких, казалось бы, которые, может быть, кажется, где мало женщин, но, тем не менее, наличие таких известных женщин и потом закрепление их имен в виде географических каких-то объектов станет как раз доказательством того, что женщины могут все, и они могут реализовать себя в самых различных областях, и что общество и государство признает и приветствует такое разнообразие и участие женщин во всех сферах и поддерживает. Как городское планирование может помочь преодолеть гендерное неравенство? К примеру, самые ухоженные центральные улицы и проспекты в Бишкеке названы не в честь женщин, они носят либо имена мужчин, либо какие-то географические названия, но точно не женщин. И вообще, как бы достичь справедливости в этом вопросе? Да, это тоже вопрос баланса, да, и важно не только количество имен анализировать с точки зрения женских, мужских фамилий, но и какие объекты, и сколько объектов, и насколько эти объекты видны, значимы и известны. Да, и поэтому, если мы, например, можем обнаружить, что там, допустим, из 10 центральных улиц нет ни одной улицы с женской номинацией и так далее, то, соответственно, вот это нужно уже в планировании как раз обозначить, что необходимо учитывать, если будут появляться новые магистральные линии или какие-то крупные объекты, или будут идти переименования тех или иных центральных скверов, парков и так далее, то в первую очередь предусмотреть возможность использования номинаций именно женщин каких-то. Вот. То есть это такая должна быть спецмера, да? Не хотелось бы употреблять слово квотирование, но по сути это так, да? Когда мы должны прям четко сказать, что в ближайшее
ближайшие, например, там 5-10 лет, когда мы будем делать изменения тех или иных названий или вводить новые названия, то, допустим, не менее 50% в них должно быть там женских имен. Да? То есть вот, и это просто нужно поставить как индикатор. И, соответственно, уже соответствующие службы, комиссия и так далее должны будут придерживаться этого индикатора. А вы не знаете, как обстоит это дело с этим в других странах, в более развитых, возможно? Ну вот, как я уже говорила, в целом это проблема вообще во всем мире, но многие страны сегодня этим вопросом занялись всерьез. И вот один из примеров, который я приводила, это мэрия Парижа, которая действительно сделала такую ревизию, пересмотрела и увидела, что есть несправедливость, да, и в последние годы они приоритетно называют женскими именами. Вот. И ну, вот можно этот пример, опыт изучить, и он действительно такой показательный. А во многих других странах эти как бы задачи тоже решаются. Во многом этому способствует, конечно же, то, что этот вопрос начинает обсуждаться и подниматься обществом. И в социальных сетях, например, начинают задаваться вопросом, почему, да, например, нет таких улиц, почему больше мужских улиц там, и так далее. И в ответ на это городские управы, которые ориентированы на общественное мнение, они действительно всерьез начинают этими вопросами заниматься. Вот. Я знаю, что в России тоже делаются активистами феминистского движения такой анализ, и выдвигаются инициативы по переименованию, но, к сожалению, там пока мало успешных примеров. Да, потому что когда речь заходит о гендерном равенстве в урбанистике, там, в городской жизни, то всегда почему-то вопросы заканчиваются на том, насколько тротуары удобны для мамочек с колясками. Ну вот что-то такое. Или же насколько там могут люди с инвалидностью ездить по этим улицам и тротуарам, пандусы, и все. Как бы именно вопрос такого нейминга, он не стоял никогда. И, наверное, это влияет и на то, что в селах еще меньше улиц, названных в честь женщин. Да, совершенно верно. Да, это влияет, и получается, что названия объектов, улиц и так далее, они как будто бы являются отражением общественных установок, но, соответственно, может быть и обратный эффект. Если мы меняем и делаем более такими справедливыми номинации, то это, в свою очередь, будет влиять на размывание существующих гендерных стереотипов и предубеждений. Спасибо большое за интересное интервью. Я думаю, нашим читателям, подписчикам было очень интересно. Спасибо за то, что приняли наше приглашение, рассказали обо всем. До новых встреч. Спасибо, Зульфия. До новых встреч с вами, подписчики. Будем на связи. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Я попрошу написать в комментариях имена женщин, в честь которых названы у нас улицы в Бишкеке. Возможно, вы расскажете нам про те улицы, про которые мы не знаем и упустили. Так как в мэрии списка нет, у нас не было готового списка, и мы его создаем сами. Также очень вас прошу написать имена женщин, в честь которых вы бы хотели, чтобы у нас были названы улицы. Всем спасибо, до новых встреч!